период пандемии коронавируса на помощь врачам пришли студенты-медики. Они работают и в красной зоне стационаров, и на подстанциях скорой помощи, и в колл-центрах. С какими сложностями им пришлось столкнуться и как они оценивают полученный опыт? Об этом студенты медицинского факультета ЧГУ рассказали депутату Госдумы Алене Аршиновой. Первый день ты туда заходишь, тебя одевают в спецкостюм, да? Я помню, как санитарочка меня пустила, там шлюз у нас из чистой зоны в красную, мы проходим этот шлюз, и она говорит: ну с Богом. Это на самом деле очень страшно. В те дни, когда врачи только начинали бороться с новой инфекцией, конечно, присутствовал страх, рассказывают студенты, которым довелось поработать в красной зоне. Да и нагрузка на медицинский персонал, как в ковидных стационарах, так и на подстанциях скорой помощи, легла серьезная. Для будущих врачей это неоценимый опыт, они многому научились у своих старших коллег. А эмоции, которые испытываешь, когда выздоравливает тяжелый пациент, ни с чем не сравнить, признаются ребята. Было сложно поначалу, тяжеловато, но со временем начал привыкать. И в учебе было тяжело, но со временем начали справляться с трудностями, и вот сейчас коронавирус идет уже на спад. Мы работали с пневмониями, с тяжелыми ковидными больными. Я считаю, что это огромный опыт. Не жалею ничем. Ничего, то, что устроилась туда. Практика в подготовке медиков была всегда, говорят в Чувашском госуниверситете, но в период пандемии желающих помочь врачам в больницах стало намного больше. Студенты выполняют работу младшего и среднего медперсонала. Перед этим старшекурсники проходят специальное обучение, сдают экзамены и получают допуск к медицинской деятельности. Сочетать учебу и труд в больнице, безусловно, непросто. Работают в основном они в вечерние и ночные смены, не досыпают, не отдыхают достаточно, потому что к занятиям тоже нужно готовиться. Накапливается физическая, эмоциональная усталость. Но я думаю, что наши студенты со всем этим справятся, что они совершенно осмысленно пришли в медицинскую профессию и будут прекрасными специалистами. Я бы хотела лично поблагодарить студентов-медиков, которые отозвались тогда, когда еще было очень мало информации, мало изучен был новый коронавирус. И они подтвердили, во-первых, свой выбор, что этот выбор осознанный, что они хотят спасать человека, человечество от болезни. С Аленой Аршиновой студенты-медики говорили не только о трудовых буднях в красной зоне. Обсудили плюсы и минусы дистанционного обучения. В чем-то оно удобно, признались ребята, но практических занятий при таком формате все же не хватает. Алена Аршинова отметила, организация удаленной учебы дала возможность накопить полезный опыт. Школы и раньше уходили на карантин по разным причинам. Теперь же понятно, что образовательный процесс в этом случае можно не прерывать. На вопрос об отношении к вакцинации будущие врачи ответили. Благодаря прививкам человечеству удалось победить многие болезни. И вакцинация – важный шаг на пути к преодолению пандемии. Юлия Скрябина, Елена Дмитриева, Виктор Степанов. Вести, Чувашия.